Если вы подразумеваете свою национальность, то, наверное, я вас сейчас сильно расстрою. Потому что выражение «чистокровное русское» является таким же оксюмороном, как словосочетание «живой труп» или «конец вечности». Никогда и нигде в исторических архивах, ни в одном документе вы не найдете, чтобы словом «русским» кто-то когда-то определял чью-то национальность. Слово «русский» через мягкий знак определяло принадлежность в Древней Руси, когда прохожий мог спросить работающего в поле крестьянина: «Ты чьих будешь?» И он ему отвечал: «Я руського князя холоп». Петр I, возжелавший стать императором и переназвавший свое Московское царство Российской империей, решил назвать всех обитателей этой империи словом «русский», добавив букву «С» и убрав мягкий знак. Но и Петр I, и последовавшие за ним цари, императоры и генсеки оставили суть – рабскую принадлежность. Потому что этим словом «русский» называют принадлежность человека к чему бы то ни было и к кому бы то ни было на всей истории использования этого слова. В свое время коммуняки хотели создать свою новую национальность под названием «советский человек». И многих жителей СССР называли этим словом. Но слава богу, что совок просуществовал по историческим меркам недолго, и у коммуняк ничего не вышло. Слово «русский» как часть речи означает имя прилагательное. И это, наверное, единственный случай в истории человечества, когда люди добровольно называют себя именем прилагательным. Потому что во Франции никто не говорит «я французский» о своей национальности. В Германии никто не скажет «я немецкий», в Китае «я китайский» и так далее. Только на России, когда спрашиваешь о национальности, тебе говорят свою принадлежность «я русский», определяя свою национальность именем прилагательным. Русские – это люди без роду, без племени, это манкурты, это янычары, которые добровольно или под принуждением, под страхом, но отказались от своих исторических корней, от своей национальности, от своей культуры, от своего языка и считают себя именем прилагательным. Вот что на самом деле несет в себе вот это понятие «русский», которым вы гордитесь.